Такой самый больной вопрос. Самый обсуждаемый вопрос, да. Почему сотовые компании стали отказываться от старых тарифов? Стали заявлять о 5G. Многие стали на это реагировать. Вы 4G сделайте нормальным, сделайте хотя бы 3G, куда вы лезете в 5G. Всем салам, это подкаст «Три медведя». Белый, бурый и панда. Белый — это я, Искандер Мирзганеев, бурый — Бехрус Насрединов, панда за пультом Фарход Холматов. И сегодня, хоть она этого не хотела, мне помогает Сбота Аджибаева. Так бы она с удовольствием сидела дома на самоизоляции. Ничего, я потом сяду. Напоминаю, мы говорим про коронавирус, но без паники и без истерик. Мы говорим о людях, об идеях, которые возникают в это время, и вообще о проблемах. Сегодня у нас в студии Джамшед Бабуалиев, он коммерческий директор компании Мегафон Таджикистан. Здравствуйте, Джамшед. Добрый день. И вот наша сегодняшняя тема — это связь в условиях пандемии глобальной. То есть мобильная связь и интернет — это основной инструмент для поддержания связи с внешним миром, с родственниками за рубежом. И для тех, кто решил самоизолироваться или попал под карантин. Джамшед, вот на данный момент как-то компания ощутила увеличение нагрузки на сеть в связи с тем, что многие люди ушли на самоизоляцию? Но, честно говоря, нет. Потому что, во-первых, у нас наша сеть была довольно готова давно к таким нагрузкам. Это как минимум можно сказать о каких-либо праздничных днях, например, Новый год, который происходит каждый год на стране, и мы готовы к нему. И этот год тоже не был исключением. Мы проводили его довольно абсолютно спокойно с точки зрения нашей сети, как и по голосу, так и по интернету. Поэтому говорить о том, что вырос как-то, может быть, трафик или не справляется наша сеть с нагрузкой, наверняка нет, потому что все же мы понимаем, что сейчас вот в текущем режиме мы видим, что объем трафика, он в принципе тот же самый, что и был. То есть мы не увеличили трафик, он увеличивается сам по себе органически каждый день, да, там, но люди больше и больше начинают пользоваться какими-либо там порталами, там, интернетом, социальные сети смотрят больше, но в целом определенно идет рост обычный. То есть сегодня мы не видим какой-то большой нагрузки, и пока мы ее не ощутили. Но, тем не менее, мы просто видели жалобы на качество интернета, и в том числе на вашей странице и других операторов связи. Смотрите, по поводу жалоб, если в целом взять, жалобы, во-первых, не по всей сети. То есть, если говорить о жалобах, то это отдельно какие-то определенные районы, места, где происходит. В целом сеть любого оператора, ну, в частности, Мегафон Таджикистан, она способна выдерживать колоссальные нагрузки даже на сегодняшний день. То есть, нагрузки, которые превышают в несколько раз просто обычный день. Если происходит нагрузка в определенном районе, где-то, скажем, в спальном районе, либо в деловом центре, это только при выходе там, большего количества людей в одно время. И это определенная нагрузка, которая имеет срок, какой-то временный характер. В этом случае, то есть мы, безусловно, видим эту нагрузку, но, допустим, у Мегафон Таджикистан есть возможность перераспределять эту нагрузку на базовые станции, которые менее загружены на текущий момент. Это все делается автоматически из Центра единого управления сетью, поэтому тут проблем никаких мы не видим. Мы понимаем, что такая ситуация быть может, мы понимаем, что такие обращения есть, они никуда не деваются, но говорить о том, что они выросли именно сегодня, нет, они были, в принципе, всегда, но это вот такие единичные случаи, которые мы разбираем на месте и, соответственно, с клиентами. Видим это всю картинку, видим автоматически. На моей памяти есть один случай тогда, когда сотовые просто связи, она не выдержала, она рухнула, когда было очень сильное землетрясение, когда люди стали друг другу звонить, а это происходило все в дневное время, лет 5 назад. Это было лет, наверное, даже 7 назад. Да, это было лет 7 назад. Когда очень это сильно. вот как раз-таки тот момент, когда происходит в один момент, в одно время, даже, наверное, в одну минуту буквально миллионы звонков. Помимо миллионов звонков происходит выход, соответственно, в интернет, то есть загружается определенная сеть. Но говорю еще раз, что
Все эти года, ну, скажем, это было 7 лет назад. Сейчас такого быть просто не может, потому что сеть довольно уже широкая, и сеть развивается каждый день абсолютно. Помимо просто установки новых базовых станций, новых технологий, вводятся определенные, скажем так, изменения в элементы сети, которые позволяют одновременно обслуживать гораздо большее количество клиентов, чем это можно было делать раньше на одной базовой станции. Поэтому, ну, связь далеко уже шагнула вперед, и таких проблем быть не должно точно. Ну, супер. Я тогда не могла просто дозвониться домой. Я набирала, наверное, 100 раз в минуту просто. И это был какой-то вот я не кошмар. знаю, я вот сейчас предсказываю то, что наверняка будет много комментариев, появятся определенные хейтеры. И я, кстати, замечаю, что Джамшед каждый раз хотя вы коммерческий директор, вы во все... Вот где кто-то дотронется до мегафона, и вы так чисто, знаете, вот по-мужски, по-пацански, это моя компания, вы влазите в любой спор. Я вот замечаю вот это часто. И сейчас я уверен, что это тоже будет, но уверен, что на данный момент вы правы, технологии выросли, я не знаю, насколько вы улучшали, то есть какое-то определенное время, вы, наверное, 2-3 года только устанавливали новое оборудование, об этом не говорили никому. И только когда вы его установили, вы потом начали активно пиарить. Вот. И сейчас на самом деле несправедливо, я смотрю то, что пишут комментарии, но кто пишет комментарии? Вечные хейтеры Таджикистана. У него не загрузилась страничка Инстаграм, все плохие мерзавцы. На самом деле, почему такое рвение, да, там, ну, вроде как бы есть отдел специальный, который, обязан просто отвечать на все обращения. Ну, смотрите, на самом деле все правильно, спасибо большое, это, конечно, вопрос очень такой, ну, важный. Я думаю, что это не потому, что я там коммерческий директор и должен выходить на связь с клиентами, это, в принципе, в априори так должно быть, я должен общаться с клиентами. И у нас действительно есть целое подразделение, которое отвечает за работу непосредственно в онлайн-сети, да, и за работу конкретно прям по социальным сетям. У нас есть ребята, которые работают и, соответственно, оказывают помощь клиентам или потенциальным клиентам в том числе. Я вижу, что любой сотрудник компании должен, в принципе, защищать интересы компании в первую очередь. Если я понимаю, что с точки зрения клиента, если он обращается, я вижу, что он что-то не совсем правильно понял в текущей ситуации, я вижу свою задачу разъяснить. И разъяснить это, наверное, с первых уст. А я вижу, что если диалог клиента, в принципе, с оператором заходит, ну, скажем, в тупик, то я вижу смысл немножко разбить этот тупик, эту стену и показать, что, в принципе, можно найти из любой ситуации выход. Я хочу, чтобы каждый клиент нашей компании, как минимум, понимал, что, в принципе, вся информация, которая сейчас проходит в сети, она вся просто анализируется, и мы это видим. У нас для этого запущена специальная система мониторинга, которая просто видит любое, скажем, упоминание нашей компании, где бы это ни было, там, в какой сети, в какой социальной сети, и мы сразу же выявляем, ну, в чем же там проблема на текущий момент, и мы разбираемся с этими клиентами, разбираемся с точки зрения, ну, помочь хотим им решить. Даже если бывает зачастую, что клиенты, к сожалению, не всегда обращаются к нам напрямую, то есть они не звонят к нам в контактный центр, они не пишут нам в социальные сети напрямую, к онлайн-консультанту, например, не приходят к нам в офис, а просто вот решили во всеобщее обозрение, соответственно, сообщить о том, ну, о какой-то проблеме или о какой-то там ситуации, которая возникла у него. Мы абсолютно не виним в этом плане, мы готовы работать и на таком уровне с клиентами, поэтому я считаю, что это, ну, даже не то, что долг оказывать, мы связисты, опять же, это наши клиенты, и мы должны обеспечивать, чтобы у них не было никаких проблем, и они были довольны. Это вот наша ценность основная. Если все директора, как вы поступали, было бы, мне кажется, намного честнее. Они прятались за кабинетами, за дверями. Ну, я думаю, что просто, наверное, ну, как каждый работает и выбирает, наверное, свой фронт работы по-своему все же. А в нашей компании это делает каждый сотрудник, а каждый, наверное, директор в том числе. Поэтому, может быть, если какой-то из директоров не общается в режиме онлайн, то точно face-to-face общается с клиентами и точно так же решает вопросы.
То есть тут я еще хотела прояснить, то есть любое упоминание, даже если я не отметила в сообщении Мегафон Таджикистан, да, там, например, в Фейсбуке, но я при этом упомянула, система тоже срабатывает? Упомянула кого? Ну, компанию, то есть Мегафон Таджикистан, да. Но при этом я не поставила ни хэштег, ни упоминание. Абсолютно, то есть это может быть, это абсолютно может быть любое упоминание, это может быть хорошее, негативное, плохое упоминание, это может быть положительное упоминание, мы все это безусловно видим, и система позволяет. Так, я теперь буду... Я вам даже больше скажу, такая вот есть система типа Semantic Force. То есть она делает как? Она вылавливает даже в комментариях упоминания, ты ставишь теги, например, Мегафон Таджикистан, она вылавливает даже в комментариях, которые не привязаны никак, что человека где-то там упомянули. Система позволяет видеть все, и тональность, соответственно, сообщения, насколько оно там негативное или позитивное. Но это помощь, это для нас инструмент, потому что, понятно, что отслеживать каждого клиента с точки зрения в каждом его посте, в каждом комментарии к постам, это довольно тяжело, поэтому для нас это просто помощь такая. Ну, давайте вернемся к нашей теме сегодняшней. Изменился ли час пик в мобильном интернете у нас сейчас? Вот, например, в России говорят, что сейчас основной час пик приходится на дневное время. А как у вас? Нет, у нас точно никаких изменений в этом пока нет, потому что дневной трафик у нас в принципе на том же уровне, как и в обычные дни. Час пик у нас в то же время примерно и как он был, это вечернее время, где-то с 18 часов до 22:00. Это такой вот ЧНН, который проходит, когда люди в принципе уже все дома в расслабленном состоянии, смотрят ролики, смотрят социальные сети и, соответственно, смотрят видео, порталы, ютубы, и, соответственно, играют в онлайн-игры. Этот час пик пока на том же уровне остался. А вот смотрите, в России многие операторы пошли навстречу своим абонентам. В России объявлен режим «сиди дома». Соответственно, люди сидят в интернете. И многие провайдеры пошли на уступки. И в частности, многие сайты на просмотры видео, игры, то есть они их сделали либо безлимитными, либо сделали легко доступными, либо совсем дешевыми. То есть для того, чтобы люди сидели дома, чтобы они могли чем-то занять себя. Вот Мегафон Таджикистан планирует что-либо такое сделать сейчас или уже делает? Смотрите, для начала, наверное, пример по России. Наверное, Россия и даже Москва, в частности, да, если мы говорим, там ситуация, очень серьезная, и ситуация с коронавирусом, она достаточно, скажем так, угрожающая, и с этой точки зрения вводится ряд ограничительных больших мер. Очень больших мер, определенно просто там не выйти без определенного пропуска, не выйти в магазин просто так, точно не о встречах с друзьями и там с близкими, об этом уже все забыли, и поэтому, конечно же, люди больше, соответственно, продолжают разговаривать уже в онлайне, опять же, там по звонкам, видеозвонкам. Ситуация в России, она достаточно серьезная этим. И с вводом этих ограничительных мер также были введены параллельно и антикризисные предложения. В Таджикистане пока на сегодняшний день этих предложений в принципе можно не вводить. Почему? Потому что тот пакет услуг, который сейчас предоставляют операторы, мы предоставляем, он хватает с запасом клиентам. То есть за этот запас пока, выйти, в принципе, тяжело. То есть дается там 10 тысяч мегабайтов, тратят, в принципе, там могут 9 тысяч потратить. То есть запас существует в любом случае. Но если ситуация будет меняться, естественно, и она будет меняться быстро, то, конечно же, мы готовы ввести ряд изменений, и мы к этому, в принципе, подготовлены. То есть мы будем делать эти шаги. Смотрите, тогда такой вопрос. Оптика или мобильный, да, мы долго сидели, обсуждали эту тему, и, я говорила с экспертами, и если выбирать, например, сейчас, так мы уже говорили о том, что ситуация будет быстро меняться, и все-таки нужно будет подумать о том, чтобы сделать стабильный домашний интернет, выбирать между мобильным и оптикой. Вот мне кажется, что все-таки мобильный не выдержит нагрузку, как вы думаете? Вот для домашнего интернета все-таки что лучше? Открыто, положа руку на сердце. Положа руку на сердце. Смотрите, тоже, да, тут вопрос такой очень интересный с точки зрения. Во-первых, мы много лет
делали все, абсолютно все с точки зрения развития нашей сети для того, чтобы мобильный интернет стал реальной заменой проводному интернету. Ну, как минимум, почему? Потому что проводного интернета, провода, вот в отдаленных городах, районах его просто нет. Если мы говорим только о Душанбе, да, там Душанбе, может быть, там еще покрыт более или менее оптическим кабелем, скажем так. А в районах и отдаленных частях нашей страны, ну там нет вообще провода. Как же быть этому населению? Мы как раз таки делаем то, чтобы мы развиваем нашу сеть до такого уровня, чтобы возможности, интернет-возможности были абсолютно у всех одинаковыми. И в Душанбе, и где-то в других, соответственно, городах, районах. И сегодня то, что мы делаем, и сегодня тот объем трафика, который мы пропускаем на сегодняшний день, он позволяет справляться с этой нагрузкой. И это пока минимум, то, что мы можем пропускать. То есть мы можем пропускать гораздо больше нагрузку при текущих, соответственно, при текущей сети, которая есть сегодня, и при том плане, который мы планируем еще дальше развивать. Ну, я больше говорила, конечно, все-таки, наверное, о Душанбе, потому что это деловой центр, здесь сосредоточено большое количество компаний, международных организаций, которые уходят на удаленку, как бы, и постепенно уходят все больше и больше людей. Поэтому вот здесь как бы... Я понял. Вот как выбирать? Тем не менее, думаю, что если есть возможность, если, допустим, ваш дом, ваш офис подключен, конечно же, к оптическому кабелю, там, к оптике, да, вы бы могли выбрать и оптический кабель, но дело в том, что находясь, все же мы говорим о мобильности, если мы говорим о мобильности и понимать, что вы передвигаетесь, ну, как минимум, там, с дома в магазин выйти, да, там, с офиса до дома дойти, в этом случае вам в любом случае необходим, чтобы был доступ к интернету постоянно. А подключиться и к мобильному интернету, и к фиксированному интернету, ну, я думаю, что это все-таки тоже в копеечку вкладывается, поэтому нужно будет, да, определяться и выбирать. Но мы, опять же говорю, сегодня даже Душанбе, то есть я не разделяю здесь ни Душанбе, ни какие-то другие города, там, районы отдаленные, то есть мы абсолютно везде, во всех городах, и в частности в Душанбе у нас просто покрытие идет, помимо нескольких, скажем так, поколений, 3G, 2G, 3G, 4G, в рамках каждого поколения у нас еще и диапазоны разные частот, которые позволяют перемещать клиента из одной частоты в другую частоту, да, то есть просто менять и изменять его нагрузку. А сеть довольно построена просто по-умному в этом случае. Это не просто там загорелась лампочка и, соответственно, да, там просто связь и все. Перегрузка, и у тебя ничего не работает. Нет, перегрузка тебя перебрасывает на другую станцию. И ты будешь работать, продолжать. Для того, чтобы использовать в режиме самоизоляции, если вопрос больше к этому, использовать нормальные полноценные каналы, то есть использовать сеть, использовать там видеозвонки, там общаться онлайн-конференции проводить. Уже сегодня это происходит. То есть сегодня уже наши клиенты используют нашу сеть не просто там для развлечения, там посмотреть видео какие-то, да, там, или просто полазить в социальных сетях, а уже сегодня используют онлайн-конференции. Мы предоставляем это все уже сегодня. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день мы тоже готовы это сделать. И в режиме самоизоляции тоже. Джамшит, вот такой вопрос, чисто по B2B сегменту. То есть, вот Зибо сказал правильно, люди уходят в самоизоляцию, да, либо работают по удаленке. Да. Если компания у вас берет мобильный интернет корпоративный и фиксированный на офис, то есть понятно, что мобильного в принципе не хватит на то, чтобы все работали полноценно дома. Если к вам придут и скажут, ну чисто по-братски фиксированно раскидай ребятам, чтобы мы могли работать из дома, такой вариант возможен? Гибкость есть? Мы сегодня предоставляем корпоративным нашим клиентам фиксированный интернет по любой технологии, по оптике, по ADSL, мы по всей технологии, которая существует только на сегодняшний день. А по физическим, мы сейчас говорим больше о физиках, да, то есть о физических клиентах. Вот пока на сегодня мы в принципе не предоставляем для физических клиентов данные, соответственно, данную технологию. Но для того, чтобы обеспечить дома мобильным интернетом всю семью, ну, для этого просто можно приобрести роутер мобильный с хорошей скоростью, с хорошим каналом, который будет раздавать тоже неплохо, с хорошими скоростями на все устройства.
Если мы говорим о тех корпоративных клиентах, которые покупают у нас интернет, и, соответственно, потом его же хотят перевести домой, ну, это совершенно другая точка. То есть для нас, возможно, это остается корпоративный клиент, но в этом случае корпоративный клиент нам должен будет, в принципе, показать, в какие точки он хочет еще распределить этот интернет, и это возможно. То есть просто технический вопрос. Как это просто технический вопрос, конечно. То есть тут, соответственно, вопрос больше будет решаться, возможно ли оптическим кабелем проводить расположение там базовой станции, насколько далеко, недалеко, да, или возможно это сделать с помощью там Wi-Fi приемника. Ну, опять же, для того, чтобы... У нас есть предприятия, которые там покупают интернет-каналы там в районе, скажем, 1-2 мегабит корпоративных клиентов, а есть те, которые покупают за сотни. То есть для того, чтобы обеспечить домашним интернетом, там не нужен 100 мегабит канал. Ну, вы же как бы все равно не потоковое вещание какое-то делаете. Ну, будет там 5-10 мегабит, это вполне достаточно. И мобильная связь позволяет это сделать. Но и через фиксированный интернет тоже это возможно будет сделать. То есть просто вопрос договоренности. Все верно. А вот сколько будет стоить тариф, например, на семью 4 человека с Wi-Fi роутером? Вы себе домой хотите? Ну, если не хочу домой, у меня фиксированный. Прайсы абсолютно разные. Абсолютно разные. Они зависят и от наполнения самого пакета, и от роутера. Например, Wi-Fi роутера. Если мы говорим о Wi-Fi роутерах, это такие маленькие роутеры, куда подсоединяется там 10 человек, может подсоединиться, 10 устройств. Давайте вот такое. Точнее, да? Примерно там безлимитка. Я хочу, например, чтобы у меня был безлимитный трафик. Такое устройство на сегодня стоит там 599 самани, и туда уже включен пакет 20 гигабайт и Unlim интернет. Ну, что значит Unlim интернет? Как только у вас 20 гигабайта заканчивается, там уже по скоростям уже более сниженным уже идет полный Unlim. То есть просто безлимитный интернет. Далее, соответственно, вы за этот пакет, там абсолютно разные пакеты могут подключаться на ваш выбор, начиная там от 5 гигабайтов и, соответственно, после уже Unlim там 128 килобит в секунду. Но это достаточно, чтобы почту проверить, социальную сеть зайти. Он заканчивает большими пакетами, такими как Unlim 50, который там стоит в районе 480 самани ежемесячно. Но это вот на всю семью это вот прям будет за пределы 480. Но там и безлимит на более высокой скорости уже. Мои детки тратят, один раз мы посчитали, 50 гигов в легкую за 2 недели. Вопрос куда? Да. Вопрос, YouTube. Вот, тогда это уже немножко другой пакет. У нас такие пакеты тоже есть. Я же поэтому говорю, что тут в зависимости от потребности. Для этого есть пакеты Тамошо. У нас называется не Тамошо, и там безлимитный YouTube. Безлимитный. Там есть трафик интернета и безлимитный YouTube. Такой пакет, пожалуйста, можно тоже включить и смотреть его, соответственно, безлимитно. Хорошо. Так, а какие вызовы вообще могут стоять перед компанией в нынешних условиях? Вызовы, наверное, в первую очередь, если мы говорим о текущей ситуации, это о ситуации скажем так, о карантине. В общем, если мы говорим, то в этой связи мы понимаем, что большинство компаний, они уходят на самоизоляцию и уходят на удаленку. Наша компания, да в целом телеком-отрасль не уйдет. В любом случае на такой вот карантин. Потому что, опять же, мы понимаем, что основным вызовом вот в этой тяжелой ситуации мы должны будем обеспечить нашим клиентам связь бесперебойную и ту связь по тому качеству, к которому они привыкли каждый день. Для нас это самый главный вызов, вот если брать в целом для связистов. То есть это фактически человеческий, то есть вы будете работать, несмотря ни на что. Да, мы будем работать, и понятно, что в целом весь состав, наверное, компании для этого не будет необходим в полном таком боевом режиме, именно каждодневном выходе на работу, но минимум те сотрудники, которые будут обеспечивать, но это большая часть, это там львиная доля сотрудников компании, потому что все абсолютно сотрудники компании не связисты. На сегодняшний день это именно так. И
И работа с сервисом, работа в обслуживании клиентов, это контактный центр, это работа наших офисов. Просто прийти, опять же, заменить сим-карту, там, приобрести сим-карту, просто связь, чтобы была, да, там, у родных, у родителей, у детей. Это в том числе работу нашей сети в целом, элементы всей сети. Это техническая часть, это часть IT-часть, работа биллинга, работа, соответственно, всех услуг, доступов к интернету, интернет-каналов. То есть для нас вызов именно в этом, в том, чтобы обеспечить наших клиентов и население в целом Таджикистана связью, чтобы они просто не потеряли связь ни со своими близкими, ни родными, ни друзьями, ни, естественно, тоже по работе тот, кто будет продолжать работать на удаленке. Ну, то есть, да, это главный инструмент в наших руках сейчас остается. В случае карантина, что связь, я бы, знаете, сохранить связь и все, это я самое бы главное. даже на самом деле еще бы сказал так, что, ну, в случае, как это в других странах, связь находится просто в эпицентре. В эпицентре событий. Потому что представить, как будет без связи сегодня, ну, представьте на один день, как вы не сможете позвонить своим близким, родным, узнать, как у них, соответственно, дела, как у них здоровье. А пообщаться с коллегами, отправить почту, отправить какие-то важные файлы, просто представьте, что это тоже не работает. Да бог с ним, с этим. Вернулся на 15 лет назад. Нет, вызвать скорую. Это вот самый главный момент, вот то, что сейчас вот именно вызовом является, это вот как раз-таки обеспечить ту самую защиту, в том числе, да, просто вызвать врача, спасателей. И, в принципе, вот эта вот работа, которая является для нас самым главным вызовом на сегодняшний день. Но пандемия, она на самом деле здесь, ну, ни при чем. То есть мы обязаны это делать и в любое другое время, как связисты. Просто сейчас это вот выходит на, ну, скажем так, совершенно новый уровень для нас и для всего населения, наверное. Джамшед, сократятся ли доходы компании в период пандемии или наоборот они вырастут? Вот вообще сотовых операторов, я не говорю в частности именно ваши. Вот по вашему мнению личному в целом. То есть всей отрасли связи. Давайте я на примере нашей компании скажу сейчас. И это будет касаться на примере, ну, отрасли нашей в Таджикистане, потому что мы все-таки один из лидеров в Таджикистане с точки зрения мобильной связи. И поэтому понятно, что происходит в принципе у нас, то и будет происходить в принципе у всех операторов. Это очень сильная схожая картинка с мировым опытом, который сейчас мы тоже видим и наблюдаем, ну и в том числе в России. Что касается нас, с большей вероятностью, да. С большей вероятностью мы будем терять доходы. Дело в том, что уже на сегодняшний день мы видим тот объем трафика, который у нас упал на сегодня. Трафика, международного трафика. Одним из составляющих, скажем так, серьезной составляющей выручки компании в Таджикистане это международный трафик непосредственно, который генерится из России в Таджикистан. Это международный трафик. В первую очередь он упал уже на сегодняшний день на 50%. Это уже мы почувствовали просто серьезные здесь такие падения. Второе, роумеры, визитеры практически уже на сегодня сведены к нулю выручки. Ну, вы понимаете, по каким причинам. Собственно, визитеры — это туристы, как минимум. Роумеры — это тоже могут быть туристы, ну и те же командированные, которые переезжают в разные страны. Мы уже сегодня потеряли значительную часть переводов именно на пополнение, точнее, балансов на клиентов нашей компании из России, опять же. И самым главным здесь еще является это как раз-таки денежные переводы, которые на сегодня прекращаются в больших объемах, как раз таки из России, по той же самой причине пандемии, потому что 2-3 месяца уже наши соотечественники, которые работают в России, мигранты, они находятся в самоизоляции и находятся без работы. А семьи, соответственно, которые в Таджикистане, в принципе,
если мы говорим просто о выборе между, наверное, едой и между связью, понятно, что выбор будет сделан в пользу еды. Ну, это вот просто так грубо, наверное, будет, но тем не менее это правда. И мы ожидаем, что примерно от 15 до 30% мы потеряем в этом году нашу прибыль. Это не кажется никаким образом с точки зрения, опять же, качества клиентов, потому что, во-первых, мы все, что необходимо было, уже сделали в прошлых годах, все, что необходимо было на этот год, мы уже закупили. И это, безусловно, уже сейчас вот реализовывается, строится и делается. То есть на связь это не повлияет никак, но это вот то, что мы видим и то, что мы, скорее всего, получим. А Владимир Шет, вот вы сами несколько раз сказали то, что вы будете усиливать связь, то, чтобы все оставались на связи. Да. Но это все случилось неожиданно, границы закрылись неожиданно, а большинство оборудования приходит из Китая, правильно? Да, все верно. То есть это тоже влияет на ваши доходы, и как вы с этим справляться будете? Говоря об оборудовании, которое мы, опять же, заказывали еще в прошлом году, ну и в начале этого года, то оборудование, которое мы успели заказать, оно уже у нас. Помимо этого всего, у нас были запасы своего оборудования, которое позволяет сегодня производить развитие сети в отдаленных тоже районах, ну, строить, иными словами, связь, сеть новых поколений, там 3G или 4G, соответственно, развивать, модернизировать полностью. Что касается в общем ситуации текущей, то есть в любом случае у нас еще не все поступило, все, что мы заказали. Но ситуация в Китае, как вы знаете, она тоже улучшается, и поэтому мы надеемся, что все-таки уже в ближайшее время наше оборудование уже будет отправлено, и мы его получим. Но это оборудование, которое на сегодняшний день нам нужно для уже будущих, скажем так, поколений, для будущих, скажем так, нагрузок, которые мы будем получать. Но на сегодня то, что есть сейчас, и те запасы, которые есть, они вполне нам достаточно, чтобы обеспечивать всю нагрузку. То есть сегодня вы базовые станции будете продолжать строить? Мы их сейчас продолжаем строить. Да, мы сейчас строим. Если вы читаете тоже СМИ, вы видите, что мы сейчас запускаем и 3G, и 4G станции по всей республике и продолжим это делать в этом году. Такой самый больной вопрос. Самый обсуждаемый вопрос, да. Почему сотовые компании стали отказываться от старых тарифов? Да, это просто жаловались, что поздно приходят уведомления не за 10 дней. Многие не читали договоров и не знали о том, что оператор может поменять тариф и, то есть, и закрыть тариф, по которому как бы они были. Ну, вот один момент, да, например, при пересчете, да, тариф поменялся, все стали платить больше, то есть ни у кого не стало меньше тариф, да, тарифный план ни у кого не стал дешевле, стал дороже, там что-то добавилось вроде бы, но при перерасчете, вот, ну, просто посчитав, люди поняли, что все-таки они оказались в проигрыше. Наверное, больше привычка. Ну, начну, наверное, с того, что отказ от архивных тарифов, а отказ от старых тарифных планов – это нормальный, определенно нормальный процесс, который должен быть в любой отрасли, а в отрасли, как наша связь, которая постоянно модернизируется, должно происходить всегда. За, наверное, всю историю мобильной связи в Таджикистане, даже вот если самые специалисты, которые работают в компаниях там более 10, более 15 лет, да, они даже не припомнят все изменения, которые происходили по тарифным планам, я в частности сейчас говорю. То есть это было очень много изменений, и эти изменения в первую очередь были вызваны чем? Изменением рынка, изменением вкусов и необходимости, которые сейчас нужны там потребителю. Те изменения, которые мы вводили буквально вот недавно, в марте, в апреле, изменяли условия, они были вызваны той самой необходимостью, которая сейчас диктует большинство потребителей в сетях. Говорить о том, что в принципе мы просто увеличили тарифные планы, думаю, что не совсем так. Мы все же, наверное, облегчили использование. То есть, если раньше было достаточно клиенту только там минуты в тарифе,
Сейчас этого уже недостаточно. Сейчас даже в самых там отдаленных, высокогорных районах страны пользуются интернетом, пользуются социальными сетями, мессенджерами, смотрят реально видеопорталы и просто, общаются по видеосвязи и там, опять же, в мессенджерах со своими близкими. То есть минут уже недостаточно, интернет нужен. И мы понимаем, что как раз-таки, если человек будет покупать все раздельно или платить все по базовой цене, это будет гораздо дороже выходить. Если сейчас посчитать любой тарифный план компании, который есть на сегодня в новых линейках, то там помимо той самой, скажем так, наполненности разных продуктов есть и выбор. То есть ты можешь выбрать категорию тарифного плана, скажем, с 10 гигабайтами, с безлимитными социальными сетями. Можешь только 10 гигабайтов без социальных сетей, можешь с мессенджерами бесплатными. То есть ты можешь выбирать на сегодня. Привычка. То есть это вот как раз-таки изначально, то, что привыкают к определенным продуктам. Но если, опять же, посчитать клиентов, и они к нам обращаются, мы, безусловно, видим эти все обращения, мы отрабатываем эти обращения. Мы каждому клиенту советуем тот или иной тариф. Мы перевели клиентов с точки зрения по тем параметрам, по которым мы видели его расход. То есть, если он покупал ранее 400 минут, а тратил он финально 150, но при этом интернета больше покупал, то мы ему предложили тарифный план, где 150 минут и 5 гигабайтов, больше интернета. Конечно же, в этой области, тут произошло незначительное повышение цен, но этого, в принципе, тоже нельзя избегать. Почему? Потому что мы на сегодня понимаем, что мы развиваем сеть и говорим о развитии новых технологий для наших клиентов. Если мы не будем развивать эти технологии, если мы не будем предоставлять как раз-таки то качество, которое мы сегодня гарантируем нашим клиентам, мы, в принципе, не сможем тогда обеспечить то самое качество, о котором мы каждый день говорим. Сегодня те продукты, которые есть для клиентов, они есть в выборе абсолютно для любого и в разных форматах. Там более 10 разных предложений. Вы можете выбрать себе свое. Абсолютно. То есть не обязательно оставаться на том, на котором вас компания перевела. Вы можете обратиться и сказать: нет, меня не устраивает, я хочу поменять вот на это. И мы, соответственно, переводим. Один момент, смотрите. Во-первых, я думаю, что людей больше смутило, что не в самое удобное время вы это сделали, с точки зрения того, что сейчас люди переживают другие моменты. И причем смутило, что это сделали разом все сотовые операторы. Это вот два момента. И третий момент, он очень важный. Дело в том, что вы не собрались, представители сотовых компаний, и не провели какую-то, возможно, пресс-конференцию. То есть вы людям доносите каждый со своей колокольни. То есть вы пытаетесь через пресс-релизы, возможно, смс-ками и так далее. Но вот такого, чтобы это было масштабно и вот такое подробное объяснение, как сейчас вы сделали для нас, например, вот этого не было. Мне кажется, тут еще вопрос стоит в абонентской плате. Мы же не любим платить абонентскую плату. То есть, насколько я помню, вот эти архивные, кстати, тарифы, это они сколько лет там? Как считается архив? Архивный тарифный план – это тарифный план, который уже закрыт для подключения. Соответственно, на него невозможно перейти. Сколько лет примерно? Это больше 4-5 лет точно. То есть тогда не было такой глобальной абонентской платы. То есть сейчас все тарифы, которые новые появились, там изначально есть абонентская плата, что людям не нравится. Да, все верно. Тарифные планы, которые, допустим, наша компания реализовывает, это тарифы с абонентской платой, опять же. Точнее, не то, что с абонентской платой, а с платой, в которой включены все услуги. Все необходимые услуги для клиента. То есть там и минуты, и интернет, и смс-ки могут быть. Но сейчас уже гораздо интереснее безлимиты в социальных сетях, безлимиты, соответственно, в мессенджерах, ютубах. Большую часть, конечно же, обращений происходит именно от абонентов, которые находились на тарифных планах без абонентской платы. В нашей сети таких абонентов было уже не так уж и много.
Потому что мы провели довольно-таки серьезную масштабную работу, начиная с 2016 года, по, скажем так, предложениям для клиентов в лучших условиях. Мы и тогда предлагали, в 2016 году, и в 2017 году, и в 2018, и в 2019 предлагали нашим клиентам перейти на тарифный план с наполненными услугами. И клиенты выбирают это, и они переходят. То есть это абсолютно нормальная практика. То есть это нормальный процесс для отрасли связи, когда это все идет. То, о чем вы говорите, Зибу, по поводу не собрали, точнее, какие-либо пресс-конференции, возможно, потому что мы видели сейчас ту историю, когда нам необходимо предложить клиенту прямо здесь и сейчас обновленные наши продукты. Предложить и, соответственно, изменить условия. Да, безусловно, они меняются, и, возможно, они не всем клиентам по душе, потому что они привыкли. Но это необходимость, это потребность на сегодня, в том числе для этого клиента. Потому что если он уже сейчас, мы вот когда отрабатываем претензии от данных клиентов, и когда мы ему поясняем, ну вот смотри, ты тратил 100 минут, а там и 10 гигабайтов тратил. И сейчас мы тебе предлагаем все это, и там тратил за это там, 100 самонов. А сейчас мы тебе предлагаем за там получить там 200 минут и там 12 гигабайтов, но заплатить нам за это 120 самонов. То есть мы же не просто сделали какое-то изменение с точки зрения и цены, и там тариф, мы и наполненности изменили. То есть мы дали клиентам гораздо больше возможностей. А если мне не нужны эти 200 минут, простите, что мне делать? У вас есть выбор. Вы можете перейти на другие тарифные планы, поэтому и речь идет о том, что там есть выбор. Мы посмотрели сегодня ваш профиль потребления. Мы переводим, исходя из вашего профиля потребления. А то, что вам, допустим, нет необходимости использовать, вот сейчас уже вы не хотите там столько минут разговаривать, вам гораздо удобнее по мессенджеру позвонить и решить все вопросы. Пожалуйста, вы можете перейти на другой тарифный план, который, кстати говоря, может быть дешевле тот, что вы оплачивали ранее. То есть такие продукты есть, выбор определенно за вами находится. Надеюсь, мой оператор не решит поменять мне тариф, потому что мне так комфортно просто. Вот разговаривания много, операторов интернета тратить поменьше. Вводили они одновременно или не одновременно, здесь, наверное, не соглашусь, потому что все-таки это решение на уровне каждого оператора. И мы планировали это сделать в начале текущего года, но ввиду, вы помните, перерегистрация у нас была довольно серьезный процесс, мы просто-напросто не успевали это все сделать. И так сложилось, что все это вместе, получается, к одному сроку произошло вот с пандемией, и там мы переводим абонентов. То есть это все абсолютно к этому. 1 мая у нас отменяется 80 дирхамов оплата за мобильный номер. Это тоже к этому не имело никакого отношения. То есть это мы получили буквально там распоряжение от антимонопольной службы в конце февраля, начале марта. То есть, опять же, то, что мы провели с точки зрения именно изменения условий тарифного плана, обслуживания для клиентов, это сделано, это планировалось сделать уже тоже давно. Но это, опять же, делается только во благо клиентов. То есть мы прям видим, чем клиенты пользуются, и подавляющее большинство хочет вот именно такого рода обслуживания, именно такой наполненности наших тарифных планов. Мы это видим, мы, соответственно, это запускаем и делаем. Я бы, конечно, не хотела произносить эту фразу, да, но скажу там. То есть у нас, в принципе, все очень быстро меняется. Я думаю, что вот прям как выдержат нагрузки, да, сети наши, нам еще предстоит проверить вот прям, наверное, в ближайшее время. Нагрузки сети с точки зрения... Да, как это все сложится. Там. С точки зрения, я говорю, мы просто вот критические ситуации могут возникнуть. Безусловно. Да, и поэтому вот я говорю, вот сейчас мы с вами сейчас запишем подкаст, а вот на следующей неделе, а вдруг вот, и будет там... Я думаю, что вот и сейчас то, что мы проговариваем, что мы готовы к этим нагрузкам, и завтра, и через неделю, то, что будет происходить в определенный момент, в определенные ЧНН, это будет происходить уже тогда, когда мы будем понимать, какую нагрузку
перекидывать на другие базовые станции, да, то есть какие станции, что нам модернизировать в первую очередь, мы это будем видеть. Но сейчас те станции, те элементы сети, которые есть, они справляются с нагрузкой, которая превышает, опять же, обычный день, уже сегодня. То, когда население будет сидеть только по домам, у себя в своих квартирах, домах, и, соответственно, использовать всю связь на полную, скажем, катушку, безусловно, поменяется и ЧНН, безусловно, поменяется и профиль потребления. То есть, может быть, меньше звонить, будет больше голосов, больше видеосвязи, потому что люди хотят все-таки людей видеть, да, общаться. Мы к этому готовы. Но если, соответственно, у нас происходить будет вот эта вот такая нагрузка, у нас есть текущие запасы, мы можем модернизировать, мы можем расширять сеть. Тут, наверное, тоже можно и нужно сказать то, как поступает в мировом сейчас сообществе, в других странах. Это, наверное, в первую очередь, когда операторы тоже, да, говорят о том, что если вы находитесь на самоизоляции, и вы понимаете, что в течение дня происходит, мир не стоит на месте, и работа продолжается у людей, особенно у тех людей, которые работают, то операторы в том числе просят и о разумном использовании интернета. То есть, в первую очередь, не просто там сидеть и всем смотреть развлекательные ролики. Это, безусловно, загрузит очень сильно сеть у всех операторов. Так ни одна сеть с таким не справится, это правда. Но если будет целенаправленное использование, то, какое оно есть сейчас, и просто ЧНН там перебросится с вечера на день, вопросов, проблем не возникнет. То есть все будет в порядке. Что такое ЧНН? Что такое ЧНН? Час наибольшей нагрузки. Как? Час наибольшей нагрузки. Час пик. Час пик. Когда вот там транспорт и... То же самое есть ЧНН. Есть определенный час, когда прям все уже очень плохо, туго. Но мы говорим прямо о ЧНН, когда происходит там, с 18 часов или с 19 часов до 22:00. Примерно вот в это время сейчас имеется нагрузка у операторов. Сейчас. А он, естественно, сдвинется. Но это так, мировая такая практика. Давай, переходим к твоему вопросу. Ты его серфил. Изучал честно, сегодня. Да, вопрос даже не в том, что я его серфил, да, мы с Джамшедом больше 10 лет, наверное, знакомы, то есть много лет работаю с сотовыми операторами, в частности, в плане рекламы, пиара, и поэтому я в теме, более-менее. И сейчас стали заявлять о 5G. Многие стали на это реагировать. Вы 4G сделайте нормальным, сделайте хотя бы 3G, куда вы лезете в 5G, но у меня технологический вопрос по 5G. Мы еще не готовы к 5G, насколько я понимаю, потому что 5G это совсем другая технология. Это нужно ставить антенны, потому что они используют дополнительные частоты, которые не используются. Вот есть определенные частоты, есть подчастоты, которые используют 5G, но для этого нужно больше антенн. То есть, грубо говоря, на каждый фонарный столб на уровне двухэтажного автобуса нужно поставить антенны для 5G. Мы этого еще не сделали, но однако мы все говорим уже, что мы это сделали. Да, отлично. Это прям такой живой вопрос, который сегодня беспокоит действительно очень большую часть нашей клиентской базы. Вот относительно и почему вы развиваете 5G, хотя еще не доделали там, возможно, где-то 3G или 4G. Но давайте вот в первую очередь вот на этот вопрос. Относительно таких клиентов, относительно такого, скажем так, пессимизма с точки зрения новой технологии. Во-первых, таких клиентов не так много. То есть все-таки есть клиенты, которые понимают и осознают, зачем технологии развиваются. Но если говорить об ответах, наверное, вот именно по таким вот клиентам, которые рассказывают, почему вы там тратитесь на развитие 5G, когда вот нужно было бы 4G. Во-первых, смотрите, это равносильно тому, что сейчас сказать, зачем вы в том районе, где есть 3G, запускаете 4G. То есть это просто то же самое абсолютно, да? Это совершенно разные технологии. Технологии с точки зрения для клиента, это, наверное, больше там технологии там, передачи данных, потокового там видео и так далее, но это совершенно разные технологии с разными возможностями, в первую очередь. Это как, если аналогию провести, знаете, как ребенок, который на трехколесном велосипеде научился кататься, после того он уже переходит на байк или на автомобиль. Он как бы не перейдет на трехколесный велик. Естественно. Вот 5G это не автомобиль.
5G это уже космическая ракета. То есть это уже, наверное, разговор о космосе с точки зрения будущего, которое хоть и ближайшее уже для нас, для всех будущее, да, то в мире уже 5G, в принципе, во многих странах запущено в коммерческую эксплуатацию. И много есть как раз-таки потребностей для этой технологии. Мы здесь запустили 5G для того, чтобы уже сейчас идти в ногу, опять-таки, со временем. То есть уже сейчас мы готовы на текущей нашей инфраструктуре запускать полноценную сеть 5G на сегодня. Это отдельное совершенно оборудование, это отдельные совершенно частоты, диапазоны и, соответственно, другие элементы сети, начиная от коры, ядра, там, коммутатора и заканчивая просто базовыми станциями. Это совершенно разные технологии и там другие инвестиции. И, соответственно, когда клиенты спрашивают нас о том, почему вы развиваете 5G, а при этом не развиваете 4G, это не совсем так. Мы с развитием 5G совершенно не остановили наше развитие 4G и 3G. То есть мы продолжаем устанавливать наши новые станции. Потому что мы понимаем, первое, что 5G это такое ближайшее будущее, за которым серьезные реальные там, инвестиции стоят и серьезный план. С точки зрения 4G это здесь и сейчас. Это то, что необходимо, и мы это делаем. Сейчас развиваем 4G, продолжаем развивать и будем продолжать развивать. Тут ничего абсолютно не меняется. Это совершенно два разных направления, которые мы видим с точки зрения развития в компании. Развитие 5G, развитие, соответственно, 4G. Инвестиции там разные. Разные потоки. Вот видите, опять же вопрос коммуникации. Да? Вот вы сейчас доходчиво объяснили то, что, ребят, есть 4G, есть 5G. 5G сразу не войдет, потому что телефоны не все поддерживают. 5G это тоже ясно. Но при этом 4G никто не отменяет, 5G развивается. То есть, опять же, для населения не была донесена доходчивая информация. Популярно. Все верно, Искандар. Здесь, начнем с телефонов. Телефоны действительно, вот, допустим, в нашей сети их там не более сотни. Просто не более сотни. То есть эта технология больше не для того, чтобы ее использовали, скажем так, в обычном потоковом видео, к которому привык человек. Это просто открыть социальную сеть в сети 5G. Это совершенно для этой технологии. Да. Эта технология гораздо уходит выше с точки зрения образования, медицины, с точки зрения работы по логистике. То есть это больше туда. И сейчас пока Таджикистан, может быть, не готов как раз-таки к такому формату. Но операторы телеком должны быть готовы к этому. Мы готовы, чтобы предоставить этот продукт в дальнейшем. То есть, если будут открываться какие-либо медицинские центры, которым необходимо будет просто высокоскоростной, там, с нулевым определенным пингом дать там интернет, это 5G. То есть, если мы говорим о беспилотниках, 5G. Это 5G. То есть, если мы там будем говорить о том, что завтра там одна из компаний каких-либо там такси, предоставляющих услуги, решит запустить беспилотное такси, это только 5G. А не быть готовым к этому, но тут, наверное, надо сразу сказать, вот, готов ли из тех людей, которые сейчас клиентов, которые сейчас пессимистически смотрят на вещи типа нужны ли мне вот эти новые технологии, готов ли он отказаться от них в будущем? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, да. Поэтому мы делаем сейчас этот шаг вперед, чтобы он уже был. Чтобы мы были готовы. Конечно, мы для этого мы развиваем и продолжаем развивать сеть текущую, и, конечно же, уже смотрим в будущее. Но это наша главная задача как телеком отрасли. 5G хоть и был запущен буквально недавно, но мы его запустили первый в Таджикистане, 21 февраля мы запустили его в коммерческую эксплуатацию. Но уже сегодня есть клиенты, которые пользуются этим. Но мы говорим о том, что это будущее ближайших лет. Которому мы должны быть. Но совершенно это не мешает нашему развитию текущему. То есть это совершенно другое. Мы продолжаем развивать и 3G, и 4G. Какое сейчас покрытие? 5G... Я слышал, там на уровне вашего офиса. Как это... Нет, на уровне нашего офиса, к сожалению, нет. Или, к счастью, не. Смотрите, на уровне центра города, то есть наша станция сейчас, наши элементы
сейчас находятся и покрывают центр города, площадь Дусти. Это буквально вот вся Дом-Печать, соответственно, парк Рудаки, то есть вот эта вся территория. Ну, радиус так 5 километров, да, где-то? Буквально, да, буквально где-то так. Ну, с радиусом, кстати, там с покрытием, опять же, вот о том, о чем Искандар говорил по поводу установки станций, они должны быть везде. Все правильно. У каждой новой технологии сужены уже диапазоны, и с точки зрения, нужно гораздо больше тут вкладывать в станции, да. Вот, например, если там поставить 4G базовую станцию на равнине куда-то, она там может спокойно в радиусе 10 километров там покрывать территорию, и все будет отлично. Где пустырь. Ну да, равнина. Не торчит. А если вот попробовать поставить базовую станцию в горное село, нет, там уже это не одна базовая станция, там уже нужно будет ставить много. То же самое для города. Просто представьте, как наш сейчас город застраивается. То есть одной базовой станции будет совершенно недостаточно для того, чтобы покрыть там даже весь центр. Конечно, что нужно покрывать и делать. Но, опять же, это мы будем делать только в том случае, когда мы будем понимать, что у нас есть в этом потребность, спрос из-за этого. Сейчас мы запустили технологию, сейчас мы запустили новую сеть для того, чтобы уже сейчас быть готовым к этому. И как только наступит тот самый момент, когда мы, в принципе, будем полезны с точки зрения для какого-либо бизнеса именно с этой новой технологией, мы будем уже готовы к этому. То есть так забили колышек, так мы первые. Мы первые. Напомним, у нас сегодня в студии был Джамшед Бабаалиев, коммерческий директор компании «Мегафон Таджикистан», и мы говорили о связи в условиях пандемии. Да, и узнали очень много новой и полезной информации. А с вами были «Три медведя» подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, смотрите нас там, где вы смотрите, слушайте нас там, где вы слушаете подкаст, либо уже начните это делать. Я думаю, компания Мегафон даст нам выгодный интернет для этого. Маленькая рекламная вставка. Конечно. Вот. Спасибо.